Программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. С этого года в России вступил в силу закон об удаленной работе. Теперь сотрудники организации смогут работать в любом месте, где есть доступ к интернету. Плюсы и минусы удаленки мы обсудим с экспертом в области подбора персонала, владельцем кадрового агентства Ильей Варакиным. Илья, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. В общих чертах, что меняется с введением нового закона? Есть ли какие-то принципиально ключевые новые изменения? Сам процесс перевода на удаленную работу, он происходит в России уже давно, то есть больше 20 лет. Страна переходит в процесс цифровизации, поэтому удаленщики для нас, как для кадровиков, это не что-то новое. Но этот закон очень сильно упрощает взаимодействие, потому что ранее нам приходилось писать очень много дополнительной документации, испытывать сложности в подписании документов, нужна была электронная цифровая подпись. Не во всем было ясно, что оплачивает компания, что не должна оплачивать компания. И с точки зрения увольнения удаленных сотрудников тоже были вопросы. Сейчас появилось 6 принципиальных новых нововведений, о которых должны знать как работодатели, так и сотрудники, которые будут работать удаленно. Первые 3 – это плюсы для компаний, то есть что стало для них удобно. Теперь можно переводить на удаленку без согласия сотрудника. Естественно, это временно, естественно, это при определенных сложных ситуациях в стране, например, ЧС или по решению местных органов самоуправления, но при этом можно не получать согласие сотрудника, и это удобно, то есть есть возможность перевести человека и не запрашивать с него дополнительной документации. При этом теперь для большинства документов при взаимодействии сотрудников не нужна электронная цифровая подпись, то есть в некоторых случаях она еще требуется, например, для подписания дополнительных соглашений к трудовому договору, а для всей остальной документации уже нет. То есть теперь можно прописать просто определенный электронный адрес, по которому сотрудник и компания будет общаться, и вся переписка по нему засчитывается как официальная. И следующий момент удобства для работодателей – это новое положение для увольнения удаленных сотрудников. То есть теперь можно уволить за то, что человек не выходит на связь в течение 2 дней. Раньше такого положения не было, и уволить сотрудника было тяжело, если он злонамеренно сливает свои должностные обязанности. И второй момент – это переезд в другую локацию, что сильно мешает выполнению его должностных обязанностей. Например, если удаленный сотрудник был вашим представителем в какой-то определенной области, например, в Магаданскую, а он решил переехать в другую, то теперь у вас юридически появилась возможность его уволить именно за это. Это то, что касается удобства для работодателей, о которых должны быть в курсе сотрудники. Теперь расскажу про плюсы для сотрудников. Теперь появился пункт, который запрещает снижать заработную плату сотрудника, если он переходит на удаленку. До этого момента, все эти месяцы, пока у нас шла пандемия, многие работодатели грешили этим, снижали, изменяли оклады. Теперь такой возможности нет. То есть юридически сотрудник в этом плане защищен. Еще одно нововведение, очень полезное. Теперь юридически появилась возможность совмещать удаленную дистанционную работу и работу в офисе. То есть теперь можно официально 3 дня в неделю работать из офиса, 2 дня в неделю работать из дома. И это теперь официальное положение, а не, так сказать, попущение, которых не было раньше прописано в Трудовом кодексе. И теперь законодательно прописано, что для удаленных сотрудников компания обязана предоставить все необходимое для работы. То есть раньше для дистанционщиков мы могли не предоставлять каких-то вещей, то есть он мог работать со своего компьютера, он мог работать со своего телефона, он мог сам оплачивать себе связь, и мы не несли за него ответственность. Теперь юридически компания, если официально принимает человека как дистанционного сотрудника, она обязана обеспечить его всем необходимым. Понятно, что этот пункт будет соблюдаться не всеми, как и белый оклад, например, но, по крайней мере, юридически теперь сотрудник защищен. Это основные нововведения. Также в законе есть некие лазейки, которые, как всегда, появляются, пока еще закон не отработан, но о них мы, наверное, будем всерьез говорить тогда, когда появятся серьезные прецеденты. Во время, когда обсуждался этот закон, очень много вопросов возникало со стороны работодателей и будущих удаленщиков. Как же все-таки будет контролироваться соблюдение рабочего времени, которое сотрудник должен обязательно провести?
Ну, если говорить о дистанционной работе, то это работа, которая сейчас возникла благодаря цифровизации, да, то есть благодаря тому, что многие сферы работы оцифрованы, переходят на работу через электронные средства контроля, например, через CRM-системы. И поэтому для компаний, где внедрены CRM-системы, системы, где все процессы цифровизованы, контролить время нахождения сотрудника очень просто. То есть видно дата начала его работы в CRM-системе сегодня и дата завершения его работы в этой системе. Поэтому для оцифрованных компаний или для компаний, где много применяется средств цифровых носителей, цифровых взаимодействий, это не проблема никакая. Для компаний, где дистанционная работа кроется, например, в колл-центрах, да, там тоже все видно, то есть когда человек начал обзвоны и когда закончил обзвоны, например, это колл-центры или удаленный менеджер по продажам. Для компаний, где не оцифровано, переход на дистанционную работу сейчас, конечно, является очень тяжелым бременем, которое стимулирует их цифровизоваться. Поэтому я думаю, что проблемы будут только на первоначальных этапах, а впоследствии, когда компании перейдут через вот эту цифровую трансформацию, таких проблем уже не будет. Вы, как кадровый эксперт, изучая новый закон, наверняка обратили внимание на некоторые моменты, например, по каким вопросам все-таки могут возникнуть споры при удаленной работе и как все-таки их решать с работодателем, ну, скажем так, чтобы всем было хорошо. Ну, как говорится, всем хорошо не бывает, да, то есть всегда есть более пострадавшая сторона, менее пострадавшая сторона. Нюансы есть с точки зрения увольнения, то есть появилась возможность уволить человека, если он 2 дня не выходил на связь. Возможны прецеденты с точки зрения того, что человеку никто и не писал, ну, то есть его работа не заключается в том, чтобы он постоянно выходил на связь со своим руководителем, например, есть профессии, где задача дается раз в неделю, а где-то и раз в месяц. И сотрудник просто сидит и работает. Например, разработчику ставится ТЗ на выполнение задач, он сидит его пишет. И отчитывается за него, когда оно готово. И как бы если 2 дня с ним никто не связывался, то есть соблазн такого человека уволить, потому что он, 2 дня не выходил на связь. Вот это есть поле тех прецедентов, где будут трудовые споры. Но, опять же, как я и говорю, так как сейчас идет цифровая трансформация, цифровая революция, то все равно действие такого сотрудника можно будет отследить по его качеству использования CRM-системы, по системе канбана, по системе, где человек отмечает все чекпоинты своих взаимодействий. Поэтому чем больше мы будем цифровизоваться с точки зрения труда, тем меньше будет поля для вот этих злоупотреблений данным законом. Но вот помимо ряда очевидных плюсов, все-таки, может быть, есть какие-то минусы удаленной работы, которые вы бы могли назвать? Если говорить просто про удаленную работу, конечно, это сильно затронет социальное общество. Да? То есть общество перестает быть настолько тесно взаимодействующим. То есть появляются профессии, где ты можешь не видеть живых людей годами. Да? То есть ты можешь быть затворником, уехать на другой офис, продолжать работать, получать зарплату, приносить плюс, но не видеть живых людей. Да? То есть это сильно поменяет общество как таковое. То есть теперь не будет понятия стандартной пятидневки, стандартного утреннего собирания и вечернего прихода домой. Поэтому общество сильно изменится с точки зрения социологически. Да? Второй момент – это невозможность жестко контролировать сотрудников. То есть для многих руководителей это будет очень сильным вызовом, потому что десятилетиями управляя людьми, они привыкли, что люди где-то рядом, можно собрать совещание, можно всем поставить задачу лично контролировать каждый пункт. Теперь всех надо вызвонить. Попробуй вызвони, если люди еще иногда бывают не на связи, или интернет барахлит, или еще что-то происходит. То есть контроль поручений и качество их выполнений может сильно пострадать, по крайней мере, вот на этом первичном этапе, когда менеджмент учится взаимодействовать с удаленными. Я как эксперт по подбору очень часто слышал от руководителей, что ни в коем случае мы не подбираем удаленщиков, нам нужны люди в офисе, потому что так их проще контролировать. Вот для такого слоя менеджмента теперь это будет очень сильный вызов. Есть большой минус, связанный с тратой ресурсов. То есть, когда у тебя люди сидят в офисе и выполняют задачу, ты как минимум можешь контролировать объем затрат ресурсов на производство той или иной задачи. То есть ты примерно понимаешь, что каждую задачу можно делать 2 часа, 3 часа, 5 часов, можешь ее забюджетировать. Когда же человек находится на удалении, ты не всегда знаешь, сколько часов он тратит на выполнение именно твоей задачи. То есть чаще удаленные сотрудники привыкли совмещать несколько. То есть есть официальная работа и есть вот еще
некие дополнительные заказы. И делая твою задачу, он параллельно может работать еще на троих других, да, руководителей и получать дополнительные плюсы. То есть это как бы и плюс, и минус. Ну, то есть с точки зрения компании это, конечно, минус. То есть ты никогда не проконтролишь, на кого еще работает твой сотрудник. Но с точки зрения сотрудника ты всегда в деле. Ты всегда сам регулируешь свой объем задач, ты всегда сам понимаешь, сколько ты можешь потянуть в этом месяце, сколько ты хочешь заработать, где взять дополнительных клиентов. То есть это трансформирует обычного штатного сотрудника в некую самостоятельную коммерческую единицу, когда ты уже воспринимаешь себя не как штатным сотрудником, а как подрядчиком для многих компаний. Ты ищешь одну штатную работу, которая дает тебе условно какую-то фиксу или определенный объем заказа, и постоянно находишься в полуоткрытом состоянии для внешних клиентов, которые также тебя могут заказать на час-два в неделю. Поэтому это очень сильная трансформация для рынка труда. Наши сотрудники перестают быть стандартными штатными единицами с жестко регламентированным графиком и формой оплаты труда. Они становятся уже более в форме подрядчиков, у многих из них появляются свои ИП, чтобы принимать дополнительные оплаты и так далее, и так далее, и так далее. То есть это гигантская трансформация. И мы предчувствовали ее уже много лет, то есть эта трансформация идет более 20 лет, и если первые там лет 10 это было все как бы, ну, мы называли их фрилансерами, мы говорили, что это люди, которые так несерьезно относятся к работе, теперь у нас все сотрудники фактически могут становиться фрилансерами или удаленщиками и работать и на нас, и на еще 3 компании подряд около нас. Еще в начале пандемии многие эксперты говорили о том, что многие после окончания самоизоляции предпочтут остаться на удаленной форме работы. Есть ли какая-то обратная связь, какие тенденции наблюдаются сейчас на рынке труда в этом секторе? Да, само собой. То есть в тех компаниях, где давно работа цифровизована, например, в IT-компаниях, например, в компаниях, связанных с продажами, колл-центрами, связанными с диджитал-образованием, офисы опустели. То есть в офисах осталось не так много людей, или, по крайней мере, большая часть полноценно сочетает работу из офиса и из дома. Многие работают по 2 дня в неделю дома, 3 дня в неделю на работе, и, соответственно, офисы становятся все меньше, и загруженность людей в офисах все пустеет и пустеет. И корпоративы, как таковые, в ближайшее время станут единственным местом, где люди смогут увидеть всех членов команды, всю компанию целиком, потому что теперь в офисах работают не все. Так что эта тенденция сохраняется и будет сохраняться все больше и больше. Ну, неоднократно вы упомянули о том, что рынок труда трансформируется в последнее время очень активно. Ваши прогнозы, какие профессии могут исчезнуть и какие, может быть, новые появиться под влиянием происходящих изменений на рынке труда? Это глубокий вопрос, он очень интересный, я интересуюсь им уже более 15 лет. Рынок переживает цифровизацию. То есть дело не в удаленной работе, а именно в понятии цифровизации как таковой. То есть чем больше ее глубина проникновения во все сферы бизнеса, во все сферы труда, тем больше и больше будут меняться профессии. Еще 15 лет назад никто не мог подумать, что такие профессии, как корректоры, редакторы, могут когда-то обесцениться или исчезнуть. Еще 10 лет назад никто не думал, что водители могут исчезнуть. Еще 5 лет назад никто не думал, что менеджеры по продажам и специалисты колл-центра могут плавно уступать место роботизированным схемам обзвона. Но это происходит. Поэтому я бы не стал давать прогнозы на 5, 10, 15 лет. Я бы сказал о том, что если в вашей работе очень мало цифровизации, то, скорее всего, ваша профессия скоро кардинальным образом изменится или исчезнет совсем. Но вот, учитывая все вышесказанное, все-таки чего нам ждать и к чему нужно быть готовым на рынке труда в самое ближайшее время? Надо быть готовым меняться, надо быть гибким, надо быть человеком, который не пытается отстоять прошлое, а пытается войти в ногу со временем, который пытается узнать, где его труд или его качества могут применяться с большей эффективностью и за большую цену. Если вы чувствуете, что на рынке становится намного меньше вакансий, к которым вы привыкли, или зарплата меньше, или конкуренции больше, то вам необходимо понять, в каких профессиях вы можете себя применить в большей степени. И поверьте, их еще очень много. То есть есть рынки, я имею в виду локальные рынки труда, где ваших вакансий очень мало, конкурентов много,
зарплаты низкие, и вы испытываете некий стресс от того, что не сможете найти новое место работы, если вдруг потеряете его. Но я уверяю вас, что появляется огромное количество профессий, которые очень похожи на вашу, в которой еще очень мало специалистов и зарплаты очень высокие. Например, если вчера вы были корректором или редактором в каком-то СМИ, то сегодня вы можете быть копирайтером для инстаблогера или можете быть ньюсмейкером для телеграм-канала и получать деньги в 1,5-2 раза больше, чем вы получали на текущем месте работы. И так, по сути, в любой профессии, которая претерпевает цифровую трансформацию. Проще всего, если вы чувствуете непонимание или дезориентированность, куда дальше податься, найдите карьерного консультанта, который может вам показать, что происходит сейчас на рынке, и подсказать быстрый путь для вот этой цифровой трансформации. Поверьте, вам это понравится, потому что работать становится проще, возможностей становится больше, и деньги на рынке еще есть. Илья, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего вам доброго. Спасибо, очень рад. До свидания. До свидания. Это была программа «Актуальное интервью». Плюсы и минусы удаленки, а также общие тенденции на рынке труда мы обсудили сегодня с экспертом в области подбора персонала, владельцем кадрового агентства Ильей Варакиным. Берегите себя и своих близких, носите маски, соблюдайте дистанцию в общественных местах и дезинфицируйте руки. До встречи в эфире.